Московский государственный институт культуры – один из старейших вузов России. В настоящее время он осуществляет образовательную, научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность на всех уровнях довузовского, высшего, послевузовского, среднего специального и дополнительного образования по широкому спектру гуманитарных направлений. Соглашение о сотрудничестве с данным вузом инициировал Международный культурно-деловой центр Абхазии. На сегодняшний день это большой вуз, в котором обучается более 5000 студентов из различных регионов России и также из-за рубежа. В нем 33 кафедры. Есть аспирантура, есть диссертационный совет, то есть там можно защитить диссертацию, получить как первое высшее образование, так и повышение квалификации. Одной из форм образовательного и культурного обмена стало подписание соглашения между Абхазским государственным университетом и Московским государственным институтом культуры. Учитывая нехватку кадров в области журналистики, театра и кино, соглашение станет хорошим подспорьем в решении данной проблемы. В рамках реализации этого соглашения на обучение в этом вузе могут претендовать как абитуриенты, как молодые люди, закончившие школу и выбравшие для себя в дальнейшем профессию журналиста, так и уже люди из профессий, как говорится, да, те, кто работает на сегодняшний день в этих областях, которые я перечислил. Они могут приехать, узнать, что нового, как говорится, повысить квалификацию, получить соответствующие знания и уже с этими знаниями вернуться домой, чтобы воплощать их в профессии. Приветствуя гостя, ректор АГУ Олег Огварами отметил, что очень рад встрече с известным политологом и журналистом. Руководитель вуза уверен, что данное сотрудничество имеет большие перспективы. У нас сегодня очень важный гость. Наш брат. Человек, который родился в Житомире, потом жили в Киеве, окончил 2 вуза, в том числе и Киевский, театральный. И мы его очень часто видим на российских каналах. Преподаватель кафедры журналистики, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот выразил благодарность руководству АГУ за оказанный прием. Он подчеркнул, что соглашение предполагает творческое сотрудничество между образовательными учреждениями. Знаете, когда я ехал сюда, наш ректор Арсений Станиславович Миронов, ректор Московского государственного института культуры, передавал нижайший поклон всему вашему коллективу с огромной надеждой, что мы все-таки сможем с вами реализовать какие-то общие проекты, что наши дети будут взаимодействовать, что наши преподаватели будут взаимодействовать. Я вижу будущее, потому что мы с вами закладываем, наверное, какую-то очень важную крупицу, вот как раз вот тех самых фундаментов, на которых надо строить нашу цивилизацию. На встрече присутствовал вице-премьер-министр финансов страны. Владимир Дылба сам окончил АГУ и проработал в вузе несколько лет. Вице-премьер уверен, что соглашение будет реализовано в полной мере и даст результаты. Несомненно, конечно, уверен в том, что вот все, что сейчас обсуждается здесь, в стенах университета, все намерения, они полностью соответствуют условиям договора. Университет очень надежный, Абхазский государственный, его замечательный профессорско-преподавательский коллектив всегда способен выполнять очень-очень важные государственные задачи. На этом я лично сам убедился, начиная, наверное, со студенческой скамьи, ну и потом какое-то время мне посчастливилось работать под руководством Олега Алексеевича. В рамках договора будет осуществляться обмен студентами, преподавателями и научными сотрудниками, опытом и информацией по учебно-методической работе, учебными планами и программами. После подписания этого соглашения у представителей Московского государственного института культуры состоялась встреча с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия, где как раз вот эти вопросы обсуждались. Если все сложится благополучно, то вуз будет включен в перечень список высших учебных заведений, которые предоставляют на бюджетной основе места нашим абитуриентам, и наши ребята или уже профессиональные люди, которые работают в этих сферах, смогут проходить обучение на бюджетной основе, то есть для них это не будет ничего стоить. Сотрудничество АГУ и МГИК должно заложить основы создания общего образовательного и культурно-творческого пространства. Сима Аргунда, Урина Пшпасаида Гухава, Абхазское телевидение.